Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что мужчина сегодня думал о вас, его мысли, те мысли, которые его посещали. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, и песочек все расскажет о его мыслях. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого! Что это он у вас весь в слезах сидит, за голову схватился, пытается от мира спрятаться. Ничего себе. А вас он почему-то показывает в объятиях другого мужчины. Может быть, вы загадали на своего любовника, либо загадали на мужчину, с кем вы не вместе, не рядом. Ему хочется рвать и метать, ему хочется просто вот себя приговорить, чтобы так не болело, чтобы так не мучиться, потому что буквально вы у него перед глазами с другим мужчиной в объятиях. Вот видите, вот он мужчина, вот она вы, и вы в объятиях. А вот он сидит несчастный, весь в слезах, в соплях. Девочки, если вы загадали на любовника, то... Уж не знаю, специально вы это или нет, но мужчину просто порвало. Возможно, он сам себе это придумал. Возможно, он и сам не свободен, а вы ему сказали, что все, типа, ждать тебя не буду, я буду строить свою жизнь, свое счастье с другим мужчиной. И он начал себе представлять, что вы с другим мужчиной в объятиях, что у вас там любовь, морковь, все дела, и его просто порвало. Тут такая грусть накатила. Давайте я карты возьму, я не понимаю, что происходит. Кто из вас не свободен? Либо это его больные фантазии, либо вы действительно, возможно, загадали на любовника, да, и он вас там с мужем где-то увидел, и такой, все, конец, да, это конец всему. О, Господи, несчастный я горемыка. Либо вы ему пригрозили, что я с другим мужчиной буду, и он уже в своей фантазии нарисовал эту картинку. Он любит вас. Ага, вот оно что. Смотрите, дословно, да? В момент, когда он понял, что он вас теряет, либо ему показалось, что он вас потерял, как раз-таки любовь и открылась. Да? Что вот вы единственная, вы неповторимая, вы самая любимая женщина в его жизни, и без вас жизни нет. Нет смысла в этой жизни, да, что мучение, страдания в одиночестве и холоде. Когда теряет, либо когда потерял, вот в этот момент ему как раз и открылось. Открылось, что любит только вас, что только вы женщина всей его жизни, что как его сердце осталось у вас. Вот, а теперь он без сердца живет. Ничего себе. Ничего себе. Кстати, за его спиной я вижу очень коварную женщину. Женщина, которая привязала к нему веревки, и женщина, которая его за эти веревки дергает. И он как тряпичная кукла, да, вот ей подчиняется. Она его дернула, он там раз руку поднял, она его дернула, он раз там ногу поднял, да. Обычно так показывают либо шантаж, либо показывают магическое воздействие. Эта женщина может быть и, не знаю, кто, подруга, невеста, жена. И также может быть мама. Змея. Женщина-змея. Кстати, надо отдать должное этой женщине. Она очень умная. То есть она все делает, знаете, не с кондачка, не на нервах, а у нее холодный расчет. То есть она знает, что она делает, она понимает. Она прям такая рассудительная. Кстати, опасный враг эта женщина. Она ему дороги перекрывает, она ему дороги путает. Она что-то читает,
что-то читает, что на него так влияет. Либо она ему что-то пишет, да, угрозы, шантаж, и он превращается в эту тряпичную куклу. Она его счастья лишает. Вот чем она занимается. Змея, соперница, либо враг. Враг в любви, можно так сказать. Ничего себе. А я-то думала, здесь будет про любовь, про страсть, а тут на тебе такие страдания, здесь магия, здесь ужас какой-то происходит. Ну, давайте на вас еще посмотрим. Что по поводу вас? Ну, вам тоже не по себе, вам тоже больно. Вы чувствуете, что вас обманули, что вас предали, что вас, ну, как будто бы счастья лишили, да, потому что вы о доме думали, о семье, о счастливом будущем, о счастливой жизни, а тут и коса, и мыши. Вы мужчину вините во всем. Ну, дословно вы говорите, отношения наши с тобой стали вот такими, рухнули из-за тебя, из-за того, что ты обманывал, из-за того, что ты обещал и не делал, из-за того, что ты меня использовал, да, а я типа не девочка на побегушках, я не буду ждать и терпеть. Что за дела, да? Вот правда пойду себе найду нормального мужчину и заживу счастливую жизнь. Но вы не знаете, что этот мужчина глаз с вас не спускает. Он везде где-то вот за вами следит, подслеживает. Не знаю, куда вы, туда и он. Дистанцию держит. Видно, вы ему прям так жестко на место поставили, да, метлой погнали, что боится к вам подойти. Но он везде вас преследует, понимаете? Он везде за вами следит. Что-то я ваших чувств к нему не увидела, не могу понять. То ли так сильно злитесь на него, так, знаете, прям раздражая, да? Вот крыса. Обещал и обманул, что эмоции не показывает песок. Смотрите, с вашей стороны здесь сплошные тучи. Что можно разглядеть в этих тучах? Лично я вижу пиковую масть, но это боль. Это боль в сердце. Вот тут два человека разбегаются в разные стороны. Вы в одну сторону бежите, мужчина в другую сторону бежит. Здесь вы с кем-то обнимаетесь, но опять же, это может быть его фантазия, может на самом деле. И тучи, 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 везде тучи. Что у вас там, я не вижу. Что у вас там к нему? Что у вас к нему? Господи. Ну, сейчас я скажу. Я понимаю, что вам не понравится то, что вы услышите, но так видят карты. Да? Так видит песок. Вы в этой паре, вот вы и он, да, вы в этой паре сильная. Сильная, действительно, хоть вы и женщина, но вы сильная, вы сильнее, чем мужчина. И вы к нему относились с позиции сильного. То есть вам всегда хотелось его там, не знаю, побаловать, защитить, уберечь от чего-то. То есть какие-то были моменты, когда вы видели его, ну, каким-то маленьким мальчиком, да, маленьким мальчиком, который нуждается в защите и любви. Вы всегда к нему так относились. На самом деле вы его любите. Но здесь рыбы, о любви своей вы молчите. Если он по сердцу про свою любовь не молчит, то вы про свою любовь молчите. Вы решили, что лучше молчать, чем разбивать себе сердце. Мужчине вы не можете простить связь с вот этой змеей. Ну, то ли вы что-то узнали, то ли вы что-то увидели, то ли мужчина действительно тянул время и не разрывал отношения. Либо, допустим, может быть, это и не жена, может быть, это мама, которая там запрещала с вами общаться, встречаться, и он такой, ну, типа, я с ней поговорю, типа, все равно я тебя люблю, там, а мама, типа, ну, это совсем другое. И он ничегошеньки не сделал. Из-за этого получились горы, из-за этого вы взяли метлу в руки и мужчину вымели из своей жизни. Вы не хотите признавать того, что вы его любите, но на самом деле любовь есть. И любовь это, ну, взрослая, серьезная. Вам его жаль. Несмотря на то, что он обманул, несмотря на то, что он крыса, вам все равно его жаль. И тут даже какие-то материнские даже чувства включаются, потому что вы понимаете, что все-таки он несчастный человек, да? Даже в своей трусости он уже несчастный человек. Сейчас еще один момент посмотрю и вернемся к песку, потому что с вашей стороны сплошные тучи, с его-то хоть какая-то информация есть. На него, он, видите, даже слон хобот повесил. А у вас сплошные тучи.
Я вот хочу понять, что это за кавалер вас тут обнимает. Вы еще очень сильно нервничаете, психуете, потому что у вас не получается стабилизировать свою жизнь, да, войти в полноценные, в стабильные отношения. И вы чувствуете, как время уходит, да, а счастья-то хочется, а счастья-то нет. И вроде вы его встретили, и все у вас было хорошо, вы даже мирились с его недостатками, вы в него поверили, а тут, получается, он вас обманул, повел себя как крыса. Опять метла. Да, девочки, нет, вы, наверное, не в том состоянии, чтобы посмотреть ваши чувства. Сейчас у вас тоже, скорее всего, раздрай идет. И, возможно, да, вы на нервах с каким-то мужчиной пошли на свидание, либо там фотосессию устроили. Может быть, специально провоцируете этого мужчину. А может быть, действительно, вы замужем, но с мужем у вас там не было каких-то теплых отношений. И, возможно, вы хотели изменить свою жизнь, на этого нацелились. А поскольку он вас подвел, да, возможно, вы там с мужем время провели. И ему стало об этом известно, потому что он за вами следит. Да, интересный замес. У этого мужчины загаданного слон, хобот повесил. Вот как будто бы он с вами поссорился, поругался, либо вы расстались, вы не общаетесь, не встречаетесь. И у него в делах как застой начался. А у кого-то еще и отыграется, что помимо застоя пошел откат в делах. То есть все стало меняться в худшую сторону, да? Там, где у него были договоренности, либо где какая-то более-менее там стабильность была, все, пошли разрывы, пошли откаты, пошли отказы и потери. То есть вы ему еще и удачу, получается, приносили. Ну, а может быть, он из-за своего такого состояния, да, разорванного сердца, он ничего не хочет, работой не интересуется, ничем не интересуется. Возможно, ему хочется, там, не знаю, страдать, пить и забыться, да, может, так ему хочется. Но, с другой стороны, к вам он относится как пес. Видите, вот он, пес сидит. Кстати, пес очень крупный. Это верность, это преданность. И это желание вам служить. Хотя вы, скорее всего, скажете, да какой он пес, если он крыса, да, повел себя как крыса. Но это его видение, это его мысли. И он такой, я же был преданный, я же был верный. Да, у меня есть женщина, но я же с ней не сплю, да, у нас же ничего нет. Я просто там обязан, потому что есть этот дурацкий штамп в паспорте. Либо обязан, потому что она на меня воздействует, и я не понимаю, что со мной происходит, я как биоробот становлюсь. А верность я храню, вам он хранит верность, да, и ради вас он готов там на все пойти, но почему-то не идет, потому что женщина дергает за веревочки, и он дойти до вас просто не может. Дилемма, это дилемма страшная, и я так понимаю, что не все в ваших руках, а возможно, вы и не хотите все брать в свои руки. Зачем вам решать еще все проблемы мужчины? Пусть сам шевелится, да, пусть сам рвет эти веревки, пусть сам с этой женщиной прощается. То есть он-то ведь понимает, что она на него действует, воздействует. Да? Пойди ты к специалисту, разберись, сними с себя этот приворот, либо сними с себя, там, что с ними, может, она шантажирует, да, в полицию пойди на нее, заявление напиши. Но он же этого не делает. Вот. Нет, он должен сам шевелиться. Он должен какое-то действие совершить, чтобы вы ему поверили. Да? Вы готовы ему поверить. Хоть злитесь на него, но вы готовы ему поверить. Но он сидит просто на попе ровно, страдает, ему болит, он плачет, но ничего не делает. А что ждать от такого мужчины? Либо что ждет с таким мужчиной, да, который ничего не делает? Уж не знаю, как так получилось, что у нас сегодня такая отсыпка пошла, да. Ой, прям, знаете, не по себе. Мне даже не по себе от того, что я увидела. Вы поняли, мои хорошие, да? Если у вас все хорошо в отношениях, это прям не ваше. Здесь люди не общаются, здесь люди поссорились, и причем, как-то достаточно все грубо было. Грубо, болезненно, и ему болит, и вам болит. Но вы сильная, вы просто тучами закрылись, а он как бы слабенький, он сидит, он сопли на кулак наматывает.
Вы, кстати, правильную позицию заняли. Да, вы правильную позицию заняли, а вот ему есть над чем подумать и есть чем заняться. Понимаете, как спасение утопающих – дело рук самих утопающих, да? Надо шевелиться. Если ножками, ручками шевелить, то можно и не утонуть. Вот и все. А надеяться на вас, на чудо, на, не знаю, Бога, так оно как бы не работает. Девочки, ну плохо. Мужчине плохо, мысли у него очень тревожные, трагичные. Ему кажется, что все, он вас потерял, и дальше смысла жить у него нет, и все так плохо, и сирота я горемычная, да, никому не нужен, и как я теперь без любви. И еще, кстати, он считает, что он какой-то бумеранг получил, причем заслуженный. Может, действительно он вас обманывал, да, и вот вы это все раскрыли и послали его на 3 веселых буквы, и он такой, ну, блин, да, это мой бумеранг, я заслужил. Ну, что есть, то есть, девочки. Я бы хотела вам что-то хорошее сказать, но вот вышла такая информация. Возможно, эта ситуация станет действительно триггером для того, чтобы мужчина рос и менялся, для того, чтобы мужчина трансформировался. То есть хочешь счастья, борись за него, да. Если ты не хочешь бороться, ну, значит, вот такая твоя судьба. Время. Тут только время все на свои места расставит. Вы женщина сильная, вы совсем справитесь. И вот в очередной раз показано, что вам счастье на роду написано. Вот часто бывают такие отсыпки, там, где какие-то неприятные вещи показывают, и всегда небеса дают маркер и говорят, что вот счастье на роду написано. Вы счастливой в любви точно будете, в семье, в браке, в отношениях точно будете. Понятно, что с разными мужчинами в разное время, вы все разные, но это вам на роду написано, от этого вам не уйти. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.